Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – ваша судьба. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Вы такой человек, который рады всем помочь, но никто не поможет вам, когда вам нужно. Хотя около вас есть люди, есть общество, социум. Вы даже спешите кому-то помочь. Что касается близких, вы все последнее отдадите, о себе ничего. Люди, которые на самом деле думают о себе в последнюю очередь, не жалеют себя. А что касаемо помочь остальным, вы помогаете всем. Иногда бывает даже, знаете, в вашей жизни такие ситуации случались. Вы помогли кому-то, а эти же люди могли вам плюнуть в тарелку. Здесь, скорее всего, люди смотрят, которые долго находятся на одном и том же месте каком-то. Вы хотите сейчас на самом деле двинуться вперед, куда-то поменять свою жизнь, переживания какие-то есть. У вас переживания обо всем и сразу. Здесь женщина, которая перестала уже кому-то и верить, может даже и помогать. Вы очень много помогали в жизни. Вас принимали за такую широкую рубаху, за человека, который всегда поможет, надеялись на вас. Вы переживали об этом, вы страдали из-за этого. Возможно, я и говорю, что кто-то плюнул в тарелку, кому вы помогали. Переработали себя из-за этих всех отношений и вот из-за этой помощи кому-то. Уже такое сопротивление стоит против кого-то, или в принципе сопротивляетесь кому-то уже помочь. Здесь отношения могли быть сложные, здесь отношения могли быть с ревностью или ссорами, у кого-то скандалами, битье посуды вот и так далее. И вот это все, и даже то, кому вы помогали, и все отвернулись, вы стали, теперь я буду делать все для себя, жить для себя. Да, наряжаетесь, изменились, наряжаетесь. Вы человек, который любит и похвастаться. Вы человек даже, по-моему, который сейчас, на сегодняшний день, хвастается перед кем-то, кому вы помогали. Или вас кто-то видит, кому вы помогали, но плюнул вам в тарелку. Где-то обращает на вас внимание, может быть, социальные сети, фотографии ваши. Видят, что вы красуетесь, наслаждаетесь этой жизнью. Если сравнить ваши старые фото и сейчас, это разный уровень, и, скорее всего, вы на самом деле здесь украшаетесь. Или лучше намного выглядите, нежели раньше. Сейчас стали более такая продуманнее, тверже ко всем. Здесь человек, указ, которого слушают, возможно, даже. Приобрели в себе такую твердый стержень вот этот вот. Семейные могут смотреть люди. Вы находчивый человек, постоянно находите где-то деньги. Деньги тянутся к вам, денежная энергия. Здесь поступление в дом, вы тянете все в дом. Кстати, здесь может женщина тянуть семью сама. Или кормить семью сама. Притом здесь может быть мужчина, но здесь больше почему-то вас показывают, когда вы тянете что-то, даже оплачиваете или больше покупаете чего-то. Вы еще такой человек, скорее, вы ни от кого ничего лишнего не берете, потому что вы не хотите быть кому-то должной, не хотите быть в чьей-то зависимости. Вы отторгаетесь от этой зависимости, даже отказываетесь от чьей-то помощи, потому что этим самым могут манипулировать вами, этой какой-то помощью, если вы попросите. Поэтому вы вот как-то пытаетесь полагаться на свои силы, на себя, на свою голову, искать пути решения сама в одиночестве. Вы даже, возможно, здесь и в отношениях находитесь, но вы как-то особо не полагаетесь на мужа. Вы пытаетесь все решить сама. Очень активная вы. Вы и стали такой палец в рот не клади. Вы всегда за себя ответите. Постоянно куда-то вы бежите, летите. Здесь касается финансов еще. Смотрите, вы человек, который продуктивный, свой час просто так не тратит на что попало. Вы час проводите 100% с выгодой какой-то, в любом случае. Даже имеется в виду та выгода, что вы просто закроете глаза, чтобы отдохнуть. И в этом уже выгода, что вы отдыхаете.
почитать книгу или чему-то научиться, а может быть даже, ну, все у вас с выгодой проходит. Вы не кто-то может здесь подсчитывать свое время, считать свое время, что мне уже столько-то, а еще впереди столько-то мне лет, может быть, да, жить. И мне за это время надо что-то наверстать. Хотите что-то наверстать упущенное, поэтому не упускаете вы какие-то возможности, шансы, возможно, и свое время. Пытайтесь время провести продуктивно, чтобы даже что-то и заработать, изымать выгоду любую, и моральную, и физическую. Ну да, опять-таки, по чувствам вы не удовлетворены, вообще не верите никому уже. Плюнули вы, походу, на всех, что касается противоположного пола. Не доверяйте им. Кажется, у кого-то сложный характер. Вы можете думать, что у кого-то сложный характер или кто-то псих ненормальный, да, или психически неуравновешенный. Кого-то вы можете так называть или считать. Скорее всего, это того, кто был когда-то в прошлом. Или последние отношения. Последние отношения закончились вообще неудачно. Возможно, даже с битьем посуды или с какими-то точно скандалами, неприятностями, возможно, человек приносил вам неприятности. Здесь также может касаться то, что вы человек, который сам всего добивается, без помощи мужчины. Вам мужчина, скорее всего, и не нужен. Вы такая внутренне уже, я бы сказала, выработанная. Здесь такая целостная личность. Здесь женщина, которая не нуждается в помощи. Даже прибить полку, она сама разберется как. Да, любите вы жить хорошо, прекрасно. Здесь женщина в ресурсе, женщина, которая на самом деле когда-то была наивным, вот хочется сказать, наивной, нежной такой, любящей, доверчивой. Но вы хотели сохранять это состояние, но вот жизнь именно научила вас, я бы сказала, быть вот такой вот стеной бетонной, понимаете? Иметь шипы, иметь острые зубки, наточенные ногти. Вот так вот. Вы не поддаетесь каким-то провокациям, не ведетесь на чьи-то провокации. Но очень мудрая вы. Вы, кстати, прожили жизнь, и у вас есть что о ней сказать, и кого чему-то еще научить. У вас большой опыт жизненный, особенно что касается чувств, отношений и зарабатывания, может быть, финансов, денег. Есть, возможно, у кого-то даже определенно какие-то лозунги, цитаты по жизни. Вот если вас конкретно спросить, какой ваш лозунг по жизни, вот те, кто сейчас смотрит, определенно вы для себя вот имеете, да, какой-то лозунг важный, главный. Знаете, чем стали вы крепче, тем больше вы стали более находчивее, более, я бы сказала, везунчиком. Во многом чем вам везет. Когда вы были такой наивный, всем доверяли, да, скорее всего, пользовались вами. А вот когда именно включили свое «нет», «я не хочу», «мне так не нравится», вот тогда все стало получаться так, как нравится вам или как хочется вам. Здесь женщина, у которой очень хорошо работает интуиция, в рабочей сфере тоже. Вы, возможно, часто в рабочей сфере, в личной жизни, возможно, пользуетесь своей интуицией, прислушиваетесь к своему сердцу. Но вы вот очень много кому не доверяете. Возможно, даже и что касается рабочего момента коллектива. Ведете какие-то практики, я вам скажу, практики действенные, работающие, работают практики. Вы сама можете дать какой-то совет по каким-то практикам, даете, и это получается. Здесь может даже ведущие смотреть женщины, меня, мои коллеги, могут тарологи смотреть, предсказатели, ясновидящие. В принципе, здесь человек, который, скорее всего, еще пользуется не только практиками, да, он пользуется, возможно, и какими-то ритуалами, но при том, да, человек чистится, возможно, посещает и святые места. Человек здесь склонен больше к белому, к светлым силам. Может быть, работа с аффирмациями быть, обращение к ангелам, молитвы. Вы знаете, молитва вам очень сильно помогает. Молитвы, вообще светлые силы вам идут навстречу. Вам чаще можно даже проводить какие-то светлые ритуалы, практики, очищение помещения, чистка себя, например, чистка кого-то и так далее. То есть вам это идет во благо. Вам еще это, смотрите, возвращается. Возвращается вот тут момент добычи какой-то. С добычи, да, это может быть плата какая-то или вознаграждение вас в чем-то. То есть вам это или добром, да, какими-то, может быть, делами
к вам это возвращается. Притом, когда вам очень сложно, знаете, вовремя появляется ответ или помощь. Сейчас находитесь в неком таком, я бы сказала, пространстве, которое, это вот как, знаете, скорее всего, вы можете не понимать, что сейчас происходит. Вот помните, да, когда в сентябре был переход с 9 числа на новый уровень, когда я говорю, что многие оказались в новой проекции. Все вроде как осталось так же. Ваш же любимый крем стоит на столе, например, да, ваша полочка, ваш телевизор, да что угодно. Все на месте стоит. Но именно вибрации поменялись. И вы вот, я вам скажу, не одной ногой, а вы всецело перешли на новые вибрации сейчас. Можете замечать даже ситуации такие в своей жизни, что вы о чем-то подумаете, притом даже вы не будете искать это в интернете, а к вам приходит или подходящая реклама, да, или подходящая информация, или в жизни происходит информация в том плане, что вы только о чем-то подумали, и что-то вам об этом говорят. Вы подумали о чем-то даже нереальном, да, розовая футболка с зелеными бананами, и вы видите, идете и видите, вот продается именно розовая футболка с зелеными бананами, понимаете? Совершенно то, о чем вы даже вслух не произносили и не искали нигде. Или ситуации в целом. Вы подумали о переезде, и к вам, да, кто-то подходит и с вами разговаривает о том, что вот, да, переезжают, и не хотела бы ты, и так далее. Ну, вот прям что-то подводит вас к чему-то. Это новая проекция. Вы сейчас находитесь в другой реальности, как бы вы не хотели откручиваться. А вот, например, если взять ту реальность, в которой бы вы остались, там уже все по-другому идет. Да, кто-то остался на тех вибрациях, кто-то перешел на новое. Определенно вы что-то считываете, видите. Скорее, если это касается людей, которые имеют дар, большинство из них в любом случае сейчас находятся на новых вибрациях, они это чувствуют, ощущают. И они это понимают. Хорошо, давайте смотреть дальше. Ваша судьба. Сейчас настройтесь на себя, только на себя, ни о ком, ни о чем не думайте, ни о прошлом, ни о будущем, ни о чем не думайте, только о себе думайте, сконцентрируйтесь на себе. Посмотрим и вашу судьбу. Что вам по судьбе? Что войдет в вашу жизнь, что выйдет из вашей жизни? Вот хотели получить чего-то, вы однозначно, вы к этому уже идете, даже я бы сказала, близка вы к этому. Вы к этому подходите, как бы, так можно это сказать. Вы к этому подходите, как бы вы ни сопротивлялись. Вы это просили. Вы это хотели. Вы, возможно, даже кому-то об этом говорили, или даже могли сами с собой, или визуализировать, или вот как-то в своей голове об этом постоянно думать. Ну, может быть, даже и заявляли кому-то, что вы хотите начать что-то делать. Вы будете это делать, причем это будете доводить до конца, или это будет иметь место быть в вашей жизни. Рисовать художником, пожалуйста, да, и вы станете ним. И лепить, пожалуйста, станьте скульптором. Вот какой-то, да, момент дела какого-то, может быть, и хобби. У кого-то, знаете, недочитанные книги есть, вы их прочитайте до конца, даже эти книги. У вас будет на это время или появится время и желание. У кого-то на самом деле взяться за какой-то проект, который давно уже лежал. Хочется сказать, пылился. А кто-то здесь именно вот раньше чем-то увлекался, забросил это, и притом это шло дело, да, это приносило какие-то плоды вам или давало вам что-то, вы как-то это забросили. И вы снова за это возьметесь. У вас будет именно момент интереса к этому. Именно будет и время на это, и возможности на это, чтобы этим заниматься. Хорошо. Хочется сказать, вот вы все сделали, момент отработки прошел, вот хочется сказать, верно. И вот как будто бы судьба, Вселенная идет к вам навстречу.
не отпирается от вас, идет к вам навстречу, потому что вы на верном пути, вы сделали что-то правильно в своей жизни. Возможно, человек даже уделял большее время на самом деле помощи кому-то. Вот за это идет по справедливости, по закону справедливости, вам какое-то вознаграждение. Я бы сказала, кто-то может даже в пути, где-то находясь, получать вознаграждение, или это может быть касаться телефона вашего, да, туда приходят сообщения какие-то, момент вознаграждений. У кого-то идет какой-то рост, плодотворный рост, не с моментами перспектив даже, а уже с перспективой. Вот это уже будет, да, это уже можно ощутить в руках. У кого-то получение именно полезной и нужной информации для вас, счастливых новостей. Даже у кого-то есть момент, или не получалось что-то, не получалось, а тут раз из-за рождения чего-то, да, тут, я бы сказала, и беременность может быть, и проекты могут быть, и дела какие-то, в принципе. В вашу жизнь спешит счастье, хочется так сказать, спешит счастье. Счастливые моменты. Будете вспоминать и прошлое, и именно прошлое касаемо счастливых тоже каких-то событий в вашей жизни. Вы будете, я бы сказала, уже сейчас поблагодарите судьбу и будете благодарны, да, благодарить судьбу за то, что дала. Я вам скажу, у вас золотые ручки, и эти ручки делали все правильно в тот момент, когда кому-то на самом деле нужна была ваша помощь. Здесь это был момент такой, как практика. Вы, может быть, даже об этом не подозреваете, не подозревали на тот момент, когда помогали, но вам это превознесется, вот так давайте это назовем, превознесется сполна за то, что вы кому-то на самом деле помогали. Даже, вот знаете, не в угоду себе или в ущерб себе, кому-то помогали, последнее отдавали, может быть, или что было жалко. Так. Здесь у кого-то разорвется вот замкнутый круг. И вот хочется сказать сюда это отношения. Но здесь также могут быть и не отношения. Здесь на самом деле все шло такой одинаковой чередой, одинаковыми какими-то моментами, которые повторялись. Уже, я бы сказала, это как затянутая какая-то вот как резина. Понимаете, пластинка одна и та же. Она сменяется на что-то другое. И здесь, скорее всего, даже у кого-то разорвутся и энергетические привязки с какими-то людьми, которые стояли над вами и манипулировали, да. Это могут быть даже какие-то отношения, которые вот долго тянулись уже. Или вы уже разошлись, но человек все равно, вот знаете, как прилипало к вам, как клещ, вцепился и все. Вы уже все, прошли все, разошлись. А человек вас тянет за какую-то веревку, хочется сказать, вас подтягивая к себе, а вы не хотите. И у вас разорвутся отношения. У кого-то вообще могут, в принципе, разорваться какие-то отношения, которые не приносят радости, которые приносят боль, или вы чувствуете в них опять манипуляцию какую-то, зависимость, может быть, даже. Притом вы понимаете, что вам это вредно. Или вам это приносит только какие-то огорчения, нервы. По судьбе. По судьбе вам стать звездой. Ну, так просто, да, и ясно. По судьбе вам стать знаменитой. У вас идет в чем-то преувеличение чего-то. Но что касается вашей популярности, здесь чего-то вы вот даже, знаете, не то что преувеличите, вы красиво споете, но не просто красиво, а аж чересчур, что мурашки по коже, хочется так сказать. Или что-то сделаете, что превысит ожидания даже намного больше. Поэтому и идет ваша популярность. Здесь вот человек как бы перепрыгнет даже себя, свои какие-то возможности, сам того не ожидая. Здесь почему-то еще показывают зарубежье или дальние страны. У кого-то может быть какая-то связь с дальними странами откроется, или вы будете общаться. Иностранцы, весь мир. А здесь вообще в целом может быть что-то, например, продажи, да, какие-то связанные с чем-то иностранным, или же работа и деятельность ваша. Популярность вашего бренда, магазина и так далее. Вообще ваше имя будут знать, или оно будет на слуху.
М. Здесь мужчина около вас показывают серьезного человека. Человек что-то вам дорогое покупает. Или богатый человек, или вот какие-то приходят в семью деньги. Человек, может, вкладывается, вот так это назовем, в семью. Богатый человек или человек с деньгами, человек с бизнесом, человек с карьерой. Человек умеет зарабатывать. У человека было в жизни какое-то обнуление, когда он терял все и вот поднимался. Это знаете, какой тип человека сразу сюда пришло? Который, я вам сразу скажу, никогда без денег не останется. В любую эпоху, в любое время, в любые кризисы или какие-то вообще нестабильные вещи, человек знает, чем в это время можно заниматься. Да. Это вот как раньше, например, да, кто-то занимался, привозил иностранные вещи, или вот, да, то, что было дефицитом, или вот именно момент каких-то дефицитов чего-то, неважно чего, да, он может внедрить это, или, в принципе, из воздуха заработать. Вот как-то вот в любой ситуации он всегда будет с деньгами. Здесь, знаете, человек видит очень хорошо тренды, так назовем, да, то, что популярно, или то, что нужно, то, в чем нуждаются. Это вот как рассказывали, один мужчина после войны привез в страну очень много, вот все возили, да, какие-то вещи, чего-то, продукты, а он привез маленькую коробочку, а в ней было очень много иголочек. И всего лишь это была маленькая коробочка, но в которой было очень, да, маленькая коробка, но в которой было очень-очень много этих иголок. И он вот чуть ли не обеспечил, да, там всю страну этими иголками. В то время как раз-таки надо было шить, надо было восстанавливаться и так далее. И человек на этом стал миллионером. Вот тут такой тип мышления похожий, да, он знает, что сейчас актуально. Вот такой вот человек к вам идет. Вы с ним никогда не останетесь без хлеба. Вот так хочется сказать. Человек всегда обеспечит, человек всегда найдет. И даже если этого человека обнулить, он всегда сможет подняться. И подняться не просто на пару каких-то уровней, да, это человек, который может достигнуть, он ведет начатое до конца, возможно, да, или же человек доводит это до чего-то глобального, обширного, чуть ли, например, если это продажи, то это не по одной-две штучки, да, а тоннами, вот какой-то такой вот человек. Умеет всегда заработать, деньги для него это не проблема. Да, проблема, скорее всего, проблема богатых людей – это не где найти миллион, а проблема в том, где найти идею. Вот. Проблема бедного мечтать о миллионе, не проблема. Мечта богатого – это идея. Вот так вот. И вот тут вот такая стратегия определенная. Человек вас будет обеспечивать, вы будете обеспечены с этим человеком. Здесь момент еще такого, да, вы вот как будете уверены, что человек с вами, понимаете? Здесь, скорее всего, человек такой конкретный, потому что я вижу, что вы ему доверяете. Вы будете даже доверять что-то личное, чего не стоит, в принципе, делать. Как бы вы ни доверяли, есть такое золотое правило, как бы вы ни любили и не доверяли человека, никогда всю, как говорится, всю себя раскрывать не нужно. Всегда давайте, по кусочку. А что касается прошлого, так вообще это не нужно открывать. Так. Тут лучше в себе держать. Вы захотите все, вот знаете, и сразу человеку дать почему-то. Да, он хорошо относится, человек уважает вас, но этого не стоит делать. Здесь вы очень добрый человек. Знаете, оно где-то внутри вот закрыто, вот это вот доброе, но снаружи сейчас вы проецируете именно что? Даже не снаружи, а в принципе вы это и проецируете. Что даете, но тому, кто этого чего-то заслуживает, да, даже ваша помощь или ваше слово, подсказку, рекомендацию и так далее. Относитесь справедливо. А также и к нему относитесь. По судьбе вам почему-то здесь показывают, вот у людей есть какие-то, мы так привыкли, да, что-то они там привыкли.
У каждого оно свое. Бабушка-то говорила, дедушка-то говорил, мы привыкли вот так. А вы вот приходите и ломаете эти стереотипы у людей, что можно вот так, чтобы облегчить, да, не ходить обходными путями, не сдерживать свое время, а наоборот экономить свое время и так далее. Вот как-то вы будете чему-то, тут коуч, учитель, может быть, наставник, вы можете стать наставником, учителем. Или реально вы будете кому-то помогать, да даже не помогать, здесь идет, что вы кому-то разрушаете их вот это привыкли одной и той же трассой ходить, понимаете? Вы покажете этот мир во всей красе, что можно и так, и так, и так. Здесь у человека, я бы сказала, у вас может быть и вы творческий человек, у вас очень большая фантазия, много вдохновения, и поэтому, да, и идеи тоже есть. Поэтому вы будете как-то тем самым... А почему так, если можно так? Почему-то пытаться чьи-то вот эти вот привычки менять. Не насильно, не насильно. Вы будете видеть просто, что человек в чем-то мучается, живет в одном и том же. И погибает в этом. Скорее всего, даже есть момент помощи. Да вы посланник людям, получается. Вы им помогаете на этот мир взглянуть иначе. Здесь может быть коучинг, здесь может быть даже психология. Любите вы скорее даже психологию. Да, будете разрушать ихние «мы привыкли», какие-то стереотипы. Вы еще скорее будете учить. Или выпускать книжечки, учебные какие-то материалы, брошюрки и так далее. Тоже может быть такое. Так. Далеко вы пойдете. Притом этот мужчина, который будет около вас, скорее всего, человек заморский принц или иностранец. Что-то очень часто у нас, смотрю, иностранцы выходят в раскладах. Это же такое. Но да, можно еще это, по этой карте сказать, что и человек приезжий, да, но он не родился в этом городе, где вы живете, да, или где вы с ним встретитесь. Не родился там, приезжий. А может, в большей степени здесь иностранцы проигрывают, что мужчина иностранец или другая религия, может быть. У кого-то стиль здесь в одежде меняется. Или вкусы ваши меняются. Это может быть даже и не только одежда, это еда, внешняя среда, локация. У кого-то может быть изменение вашей локации, переезд. Это все делает любовь. Это все делает любовь ваша с этим мужчиной. Вот здесь момент того, что вы влюбитесь в этого человека. Здесь у вас даже такое, знаете, будет чувство что-то создавать или кому-то на самом деле помогать. Вообще, первая карта, которая сразу же указала на то, что вы любите помогать, вам это нравится. Тут может быть даже и детским домам помощь, помощь животным, волонтерство, вот какие-то такие общества волонтеров. У вас, я вам скажу, будут, вот знаете, как какая-то после замужества или после какого-то брака сразу две деятельности. И одну, и вторую вы будете вести сами. Вам хочется. У вас столько энергии на касаемо помощи, что касается помощи. Или, в принципе, здесь момент деятельности, но эта деятельность кому-то помогает. Или, вот знаете, вы создаете то, что людям нравится, или что украшает их, или что украшает их интерьер, или что украшает их, да что угодно. Это им нравится, понимаете? Или покупают у вас что-то, или вот что-то вы приносите с пользой. А может быть, это и полезные какие-то вещи, продукты, да что угодно, техника и так далее, может быть. Может быть, даже и курсы ваши какие-то, да, или обучающие книги, которые приносят пользу.
14, 16, 17, 23, 24. Это могут быть числа или рождения вашего, или это могут быть даты, яркие даты в вашей жизни. Попробуйте их обвести в календаре и посмотреть, что в эти дни будет происходить. Можете написать в комментариях. Не обязательно под этим видео, просто вспомните, да и под любым видео можете написать в комментарии, что в эти даты вообще происходило. Это могут быть и даты рождения вашего, дата рождения. А вот знаете, я вот как-то в одном видео тоже говорила, простите, и все у вас начнет в жизни получаться. Простите в вашей жизни людей, которые причиняли вам боль, которые даже тотально вас растоптали. Простите их. Вы увидите, как очень много чего-то придет в вашу жизнь положительного, положительных эмоций. Вот здесь момент, что человек вслух произносил слово «прощаю». Прощаю, отпускаю. Вы знаете, вот здесь то, что вы сказали, опять-таки говорю, что это сказано не просто так. И это момент есть ритуала. Это ритуал такой. Это практика такая. И это сработало. И вы что-то за это получаете. Вы это уже сказали, это уже произнесено. Запрощаю или отпускаю. И вы что-то получаете большое. Или вот тут еще момент такой, вас впускают в общество, которое было для вас закрытым, или для вас открываются двери, которые были для вас закрыты, или для вас что-то не доходило, недоходчива была информация, вы все поймете. У кого-то здесь момент еще такой, что вы куда-то хотели поехать, но вы об этом только мечтали, и вы туда едете. Вы туда едете. Да, вы даже, вот знаете, как с прошлым распрощаетесь, но свободно и легко. Хотя было тяжело, как чемодан без ручки. Жалко, чего-то жалко. Жалко что-то даже выбросить, но вы это выбросите. У кого-то здесь получают силу из воздуха. Здесь могут быть люди, которые стихии воздуха. Близнецы, весы, водолеи. Вы можете даже вслух произносить, на самом деле, поэтому и оно получается так, что вас слышат. Вы вслух можете произносить «оплачено», «благодарю» или запросы во Вселенную, аффирмации вслух. А бывает кто-то и про себя, но самое лучшее, конечно, вслух, хотя бы шепотом, но вслух. Вас слушает воздух. По воздуху быстро передается информация. Очень хорошо во время движения на улице тоже, когда вы ходите, произносить аффирмации или открыть окно на воздух, запускать аффирмации. Можете вечерком, да, чтобы никто не слышал или не видел, не знаю, каждому по-своему. Опять-таки на воздух вы запускаете. И это работает. Я бы сказала, у вас сильное слово. Вы иногда, знаете, вот хочется сказать, проклянете, и это сбудется. Или кому-то что-то пожелаете. Или на кого-то, может быть, разозлитесь, поругаетесь, да, вот обзываться будете на кого-то, вот злиться. Что-то обязательно произойдет. Но смотрите, такой знак. Здесь может и тому достаться, и вам тоже. Споткнуться можете, удариться и так далее. Вот даже внутри что-то думать, и в этот момент покорябаться или удариться, или еще чего-то, или упадет, разобьется у вас что-то, понимаете? Тоже у вас тоже может такое происходить. Вы, кстати, могли это замечать, когда вы на кого-то злитесь. И у того тоже происходит. Или что-нибудь где-нибудь укольнет его, да, или что-то произойдет. Ваша судьба. Вы еще, смотрите, может, даже и не догадываетесь, кто тот, с кем вы сейчас и кто вас окружает, это общество сменится. Знаете, девчата, мальчики, у меня здесь идет переезд. Или это другая локация какая-то.
Здесь может быть даже смена работы. Вот это общество, которое вас окружает, оно сменится. Возможно, даже скоро. Назревает какой-то час. Здесь какие-то и глобальные моменты идут. Чем-то это может связано быть и с политическим, что вам чего-то захочется не то что революцию устроить, ну кто знает, может кто-то и устроит ее и будет лидером, но здесь больше нет. Здесь скорее даже вы из-за чего-то политического измените ход событий вообще своей жизни. Поменяйте или локацию, или поменяйте место работы, или, в принципе, вам придет какая-то другая идея. У кого-то здесь переформирование чего-то, бизнеса, карьеры, работы. Здесь какие-то правила меняются, вы подстраиваетесь под это. Может так еще идти. Но здесь момент во благо, да, в лучшую сторону. Это для вас пойдет на пользу, хотя вы в чем-то можете быть, я бы сказала, где здесь эта карта, я ее перевернула уже, недовольны, да, или не быть с этим согласны. Но в итоге это идет в вашу пользу. Здесь у кого-то новый коллектив появляется или новые знакомства. Вы занимаете или главную позицию, или высокий пост, момент даже того, что вы здесь просто были работничком, а там, да, правая рука директора. Ну, кто знает, а у кого-то здесь собственное дело свое, самозанятый это называется еще. Здесь в Чехии это называется живностяк, в России это живностный лист, а в России это называется самозанятый. Вот так. Потом у нас ИП в России, да, а здесь называется СРО. Фирма. Так, давайте дальше смотреть. Ваша судьба. Слушайте, вы так и чешский выучите. У меня иногда слова плетутся, поэтому извиняюсь, кому не нравится мой язык, или когда кто-то пишет, что вы как-то коряво говорите. Извиняюсь еще раз. Я не коряво говорю, просто очень много слов. Я уже даже мыслю по-чешски, поэтому благодаря каналу YouTube мне намного легче, да, я не забываю русский язык, я потому что общаюсь с вами, как-то в любом случае, я скажу, развиваю свой русский язык. А находясь здесь, мне даже приходится и думать, и за все вот именно по-чешски, и телевидение чешское, и все вокруг меня окружает чешский язык, общество и так далее, врачи, доктора, где угодно. То есть я везде по-чешски, поэтому очень сложно переключаться бывает на русский. Иногда бывает вообще плету в чешский язык, вплетаю русские слова, когда мне чехи вообще не понимают тоже. Или удивляются, с выпученными глазами на меня смотрят. Вот. Также и поэтому я стараюсь, по крайней мере, вам доходчиво объяснять простым русским языком, что чего. Я думаю, многие понимают. А тем более, если вы чего-то не понимаете, может быть, даже эта информация не для вас. Да, то в том плане, что не должна быть услышана. А кому она должна быть услышана, она донесется. Вот так вот. Так, смотрим дальше. Ваша судьба. Но здесь укрепляется у кого-то даже семейное положение. У кого-то, знаете, были тяжелые отношения, например, но эти или сложные отношения, или недопонимание в семье. Здесь момент такого прочности семьи. У кого-то, наоборот, укрепится семья. Здесь момент того, что вот вы выросли, вы обошли, выросли, переросли кого-то, да, партнера. И здесь момент того, что партнер подтягивается или тоже в чем-то растет, развивается. То есть догоняет вот так это еще. Укрепление может быть союза. Но здесь момент у кого-то, на самом деле, кто одинок, обретение новой семьи. Здесь зажиточная семья показывают. Здесь, когда есть все. Есть все. Здесь мужчина может быть такой, на самом деле, солидный около вас, да, кто одинокий смотрит. Здесь даже человек вот склонен больше одеваться вот как-то по-деловому. У каждого свой стиль. Бывает спортивный, кому-то люб стиль, кому-то, да, там, рокерский. Вот здесь такой деловой. Или человек, возможно, работает в такой сфере, где носят костюм, пиджачок, галстучок, рубашечку. Тоже такое может быть. Здесь даже, вы знаете, вот если посмотреть,
Посмотрите, женщина, да, вот находится. Видно? Здесь фокус. Видно. Вот только не надо вот этих вот засаленных халатов. Я вижу, вы счастливы, но не надо засаленных халатов. Уважайте себя, цените себя. Даже в счастливых отношениях цените себя. Надевайте платьюшки, наряжайтесь, украшайтесь, но не надо себя в это. Бывает, да, вот женщины, все, он меня любит такой, какая я есть. Поверьте, у мужчины тоже есть глаза. И знаете, здесь момент такой еще может. Вот женщины думают, часто такое бывает, пишут, что да, я думала, я надеялась, я и по дому, и все, а в итоге оказывается, он еще с кем-то. Потому что дом превратился в рутину. Это не говорит о том, что я не одену этот халат, да, это говорит о том, что бывает, женщина влезет в этот халат и плевать на себя хотела, да, гулька на голове, нерасчесанные волосы и пошла. Он и так меня любит, вот так вот, да, кивая, махая рукой на себя. Не-не-не, она о себе должна помнить, она тоже имеет свою зону комфорта, имеет своих подруг, имеет тоже какие-то свои забавы на стороне, там, не знаю, пойти на кружок чего-то, там, на курсы чего-то, куда-то ходить, в спортзал, прогулки и так далее. Она тоже человек, она не раб на кухне или дома. Да, если женщина, это не говорит о том, что она должна быть в рабстве каком-то домашнем. Она тоже имеет право. Здесь вы уже такая императрица. В любом случае вы здесь, если что вам не нравится, вы заявляете прямо в лоб, скорее всего. Как мы видели из портрета. Смотрим дальше. Вот здесь, кстати, я вам скажу, вы развиваетесь. Вы не просто там, да, и даже если вы в халатике, вы здесь чем-то... Это как увлечение. Вот обучение себя в чем-то, это вот для вас какое-то увлечение. Вы, скорее всего, будете что-то пытаться изучать, и вам будет это нравиться. Притом, чем больше вы это изучаете, здесь чего-то такого глубокого идет, это может быть даже, да, другие миры, или да, это работа с подсознанием, с психологией. Но здесь может быть даже такая профессия, которая может, в принципе, даже пугать и... Не то, что пугать, с вами уже аккуратнее. Вы психолог, например. Да, и уже мужчина понимает, что вы можете использовать какие-то ключики. Или, в принципе, люди могут это вокруг всесторонне понимать, что вы знаете какие-то ответы, вы знаете какие-то ключи, вы знаете какие-то комбинации, да, и так далее. И вы можете это использовать. Поэтому с вами здесь уже в какой-то степени аккуратно, боятся или настороженно смотрят в оба. Притом к вам прислушиваются. И вы на фоне этого, я бы сказала, меняйте опять-таки свою жизнь. Здесь жизнь у вас постоянно меняется в положительном ключе. И здесь есть момент такого, да, что даже если вы одна, у вас идет какой-то рост материальный. Но здесь в большей степени будет пара, семья. В любом случае здесь человек не один. Но если человек один, здесь в любом случае какой-то есть около вас что-то или кто-то. Вот что-то это материальный рост, а кто-то, да, мужчина с этим материальным ростом. Ну так. А здесь манера даже поведения вашего изменится. Я говорю, кто-то здесь может даже меняться и стиль. Когда меняются наши внутренние вот эти вот вибрации, это отражается внешний стиль, это что угодно может быть, краски одежды, да, там носили черное, стали носить все яркое, или наоборот, да, вот это сразу и видно. Вот говорит, хотите узнать мое состояние, посмотрите на мой гардероб. Ага, все в черном, ну ясно, все. Или все в розовом, наоборот. Да нет, здесь наоборот, здесь, скорее всего, если это касается именно цвета гардероба, здесь больше таких ярких моментов, красок. Кстати, красные цвета, розовые цвета, розовый цвет притягивает к себе любовь, красный тоже любовь и страсть.
Вас невозможно забыть. Это красные помады, красные ноготочечки, красное нижнее белье. Даже если оно скрыто, это красное нижнее белье вы носите, оно еще и деньги приносит, красное нижнее белье. Алое, алое. Не темное, не бордовое, как мои ногти, да, а именно алое. Оно приносит финансы. Оно приносит страсть, любовь. Когда вы зажигаете красную свечу, вы вносите именно в ауру, в свою ауру, любовь. А кто в семье, кто в отношениях находится, очень полезно даже зажигать красную свечу. Но будьте аккуратны, бывают некоторые свечи подкрашенные, сверху красные, внутри они белые. Вот такие не надо. Надо именно полностью красные свечи брать. По судьбе. По судьбе здесь момент такого, здесь очень много лжи, смотрите, со стороны людей, много каких-то попрошаек, да, именно которые хитро хотят воспользоваться вашими деньгами. Это именно попрошайки. Это не просто, когда надо человеку, человек попросил, а это попрошайки. Почему? Потому что здесь хитрый план, здесь какие-то, вы знаете, использование вас в своих выгодах. Или вы стали человеком, у которого можно, да, может быть, у вас какое-то положение, или вы сидите где-то наверху, и вас можно о чем-то попросить. Но если вы будете кому-то оказывать какую-то услугу, всегда берите за это деньги, оцените свой труд. Это энергия. Деньги, помните всегда, что деньги – это энергия. И когда вы что-то делаете, какое-то действие, за это всегда нужно брать деньги. Цену вы можете устанавливать ту, насколько вы цените свой труд, ваше время. Как говорил Рокфеллер, никогда не делайте скидки, вы обесцениваете свой труд. Вы обесцениваете и теряете энергию. На самом деле оно так и есть. На самом деле так оно и есть. Или, когда, например, если ты продажи чего-то закладываете то, на что вы можете сделать скидку. Вот вы хотите это продать за 200, но вы выставляете цену 230. Вот 30 вы можете скинуть. Понимаете? Но зная о том, что вам надо 200. Вот так. Но когда у вас цена 200 ваша, вы хотите за это 200, вот с этого скидывать уже нельзя. Нельзя. Это вот закон мироздания. Нельзя. Законы именно денег. Здесь очень такие положительные, я вам скажу, карты выходят, потому что здесь момент такого, когда вы все же приходите не только к той цели, которую вы хотели. Вот человек такой достигатор. Человек, который ставит постоянно какие-то цели. У вас может быть даже несколько целей, но здесь цели будут исполнены. Опять здесь момент идет практик. Вы увлекаетесь практиками. И увлекаетесь, я вам скажу, белыми, да, что очень хорошо. Поэтому здесь очень хорошо все работает. Работают эти практики. И то, что вы уже просили, буквально недавно, оно уже работает. И будет работать дальше. От практик, да, человек постоянно занимается практиками. Вы будете заниматься практиками, делать какие-то практики. Расторжение здесь идет. Расторжение каких-то... Здесь момент коллективный. Общество, опять, людей. Знаете, здесь у кого-то даже момент того, что мне здесь платят мало, но коллектив мне нравится. Здесь такое сожаление некое. Но уходить надо, потому что надо себя растить. Надо, или вам не хватает средств, например, да, может так быть. Или вам что-то жалко, но вы понимаете, что это ничего не несет. Здесь может быть даже то, что вы будете что-то такое выбрасывать, оно вроде как ценное, но оно вам не нужно, вы понимаете, что оно только занимает место. И огромное место. У кого-то здесь момент такого, что покидание коллектива какого-то. Вам жалко, но вам надо. У кого-то вот переезд. У меня здесь все друзья, но мне надо.
Друзья друзьями, да, у кого-то именно здесь такая императорская позиция, а дела делами. Вот скорее вы пойдете за какими-то важными делами. Или даже будет что-то жалко на самом деле, или выбросить, или отпустить. Но в итоге вы пойдете за собой, я так скажу. Вы сама пойдете за собой, да. Здесь момент того, что надо о чем-то важном думать, о серьезном, а не о гулянках, например, посиделках. Здесь хорошие, приятные друзья. Это хорошо, но мне нужно вот в чем-то расти, а рост у меня там-то, на другой территории, или в другом городе, или в другой стране. Вот какое-то такое, как сказать, что вы где-то видите перспективу, вы идете к своим перспективам, к своему какому-то росту туда. Или момент, опять-таки, работы, да, я пойду на другую работу, там больше платят, хотя я там никого не знаю еще. Здесь правильное выбранное вами какое-то четкое решение будет. Притом вы, скорее всего, об этом заявите или объявите. Кто-то даже, я бы сказала, взгрустит или будет переживать. Да? Для кого-то это будет, знаете, опустошение. Вас нет на этом рабочем месте, человек смотрит и вспоминает о вас, что когда-то вы здесь сидели на этом рабочем месте. Но вот как-то жалко с вами расставаться. Здесь даже может быть так, что начальству с вами жалко расставаться. За вами могут быть и наблюдения, но здесь именно в хорошем смысле, да, когда о вас хорошо помнят. Так. Человек положительной энергии здесь. Вы знаете, вы поступаете на сегодняшний день с людьми, может быть, и строго, но иногда бывает и холодно, но это же им и в выгоду. Для всех в выгоду, и для вас, и для них. То есть вы умеете четко проецировать свои мысли, а не лебезить или лицемерить. Возможно, даже, вот знаете, когда вы будете уходить, вот как-то об этом заявите, может, это и сухо будет казаться, но вот это вас поймут, что да, нету обид каких-то или даже кто-то всплакнет, вот так, может быть, сгрустнет, всплакнет, ну такое разбитое сердце. Ваша судьба. А вы тут смотрите, думаете о каких-то ограничениях. Кому? Ограничение круга общества. Знаете, здесь у кого-то может быть переезд, да, такой, что вот вы переехали, у вас никого там нет. Или вы никого не знаете. Или это новая работа. Здесь может быть так, что какое-то чувство, да, что с вами не общаются, или у вас никого нет. Мало знакомых, может быть, вообще знакомых нету. Но это несет в себе на самом деле какие-то перспективы. Вам не об этом нужно думать, что там никого нету. Это можно нарастить, знакомства и прочее, даже на другом языке. Но вы понимаете, что на другом языке это нужно изучить, язык. В любом случае, на все есть выход. Но будут здесь перспективы. Здесь ваш какой-то на самом деле и фундамент, и рост. Построение чего-то. Я вам скажу, вам даже литература нужная будет попадаться. Или информация для вашей деятельности там на новом месте. Кто тут на вас? Мужчина обижается какой-то. Это бывший человек. Бывший человек. Тяжело ему без вас. Слушайте, он сейчас что-то тянет, что тянули раньше вы. Какую-то лямку. Тяжело без вас. Вы деньги какие-то давали или вкладывались хорошо. Притом, знаете, моральная поддержка или и моральная, и материальная ваша поддержка. С вами присутствовала какая-то жизнь. Как вы ушли, здесь какое-то такое опустошение. Ничего не хочется делать. Какая-то, может быть, апатия у человека. Человек несет сейчас то, что несли на себе вы. Слушайте, ему тяжело. Что же вы там такое несли? Тяжело все это делать. Угу. Теперь человек, слушайте, осознает и понимает, насколько
вы гладиатор, хочется сказать, да, или насколько вы мучились, насколько вы были правы, что ушли, сделали, поступили так. Да, человек ждет, возможно, вашего возвращения или ждет, когда что-то улучшится в его жизни. Человек на чем-то экономит сейчас или затянул вообще пояс, чуть ли не голодает, сидит. Безвыходная ситуация. Но здесь, знаете, что человек осознает вашу ценность. Вашу ценность. И вот какой-то, знаете, человек не видел, не обращал внимания, тяжело вам, плохо ли, не спрашивал, возможно, даже вас. Не помогал ни в чем, возможно. Здесь такая женщина, которая нуждалась в помощи, в совете, да, человек вот как именно или прослушивал, или вот просто кивал головой, но думал о чем-то своем. Вы вот плюнули и ушли в другую сторону. И молодцы, правильно сделали. И при том еще, знаете, вот какие-то сложности человек куда-то свиливает. Притом те, которые, да, должен выполнять, например, мужчина, или помочь в этом мужчина, или сделать, ну, прибить гвоздь, там, да, что-то такое может быть, или сложное, или мужское. Но здесь делаете вы. Или тянете, вот как вы тянете лямку, но вас не стало, и ему приходится это тянуть. Но он понимает, насколько это титанический какой-то труд. Он хочет в семейных отношениях, серьезных отношениях, он хочет в жизни женщину, которая будет похожа на вас, которая будет тоже тянуть какую-то лямку. Но он осознает, что надо было помогать, но человек, может быть, за счет этих отношений прорабатывает сейчас какие-то свои уроки. Человек захочет к вам вернуться или написать. Он хочет, он ждет вас, он ждет вас. В душе он понимает, что вот вы его женщина. Да, он хочет отношений, он хочет такую же, как вы, но он понимает, что это мечты. Да, это мечты, или же это сложно. Таких, как вы, нету. Нету, он никому не верит еще. Вот за вами смотрит. Ну, видит, вы даже без копеечки останетесь, но у вас в любом случае раз и появятся денежки. Или вы будете жить намного лучше. У вас есть какие-то перспективы на будущее. Или перспективы найти хорошего партнера. Он видит в вас перспективность, засматривается на вас, скорее будет смотреть на вас. Еще в ваш адрес. Еще и появится на вашем горизонте. Ждите. С солью и хлебом, как говорится, встречается. Да? Человек, может быть, захочет что-то разъяснить, выяснить, поставить все точки над «и», или все же, да, дать какой-то шанс этим отношениям. Судьба. Ваша судьба – обретение счастливой и крепкой семьи. Здесь совместное проживание, здесь какой-то большой дом. Здесь не квартира, здесь дом. Частный дом, может быть, вилла, да что угодно, да, это может быть что-то такое крупное. Но это не квартира. Может быть, даже и мечтали жить в доме, но в красивом доме или современный дом. Красивый дом, современный дом, уютный дом. У вас это будет. Что самое интересное, да, мы видели пару человека. Но мне показывает здесь, что этот дом скорее или куплен будет на ваше имя, или вы купите этот дом за свои деньги. В любом случае, если вы даже будете в паре находиться и покупать сама на свои деньги дом, пишите этот дом на себя. Здесь показывает, что вы сама добьетесь чего-то, что купите этот дом. Это не квартира, это не маленькое жилье. Здесь показывает вас зажиточная женщина. Женщина, у которой чего-то делает и за это получает большие деньги. Но вы в паре находитесь. Вам кто-то будет очень сильно помогать. Мужчина будет тоже вкладываться. Работящий, не боится пыли. Не боится и тяжелой работы, сложной работы. Он закоренится с вами, скорее всего, это до конца жизни. До конца жизни партнер идет. Стабильный партнер. Здесь, кстати, может быть даже совместный переезд. Я говорю, вы вместе куда-то как познакомитесь, куда-то переедете с ним. Вам захочется просто изменить тем самым свою жизнь, свое состояние. Вы где-то долго живете, у вас застоялась энергия, а у кого-то именно вот кажется, да, вот сейчас я перееду, и будет смена. Оно так и будет, смена энергий в лучшую сторону.
Здесь все произойдет очень резко, быстро. Собираю вещи, пакую чемоданы, еду. У кого-то будет так, что все бросаю. У кого-то будет на это хорошие возможности, денежные возможности. Возможно, даже это будет помощь от мужчины на переезд. Но в будущем показывает, что вы что-то крупное или приобретете, или будет на вас это оформлено. Жилье, вот это вот дом. Кто-то будет жить в доме. Вилла, замок. То, что сложное, вы уже прошли. Сложные уроки. Вы тут начнете еще выявлять врагов каких-то своих. Зачем? Зачем? Чтобы у вас не украли ваши деньги. Это не жадность. Вы боитесь, что кто-то может посягнуть на ваше чего-то заработанное. Будете за это переживать и пытаться выявлять этих врагов. Не думайте об этом. Просто меньше делитесь вот этим счастьем с другими. Делитесь его с собой, со своими близкими. Вы будете чувствовать себя, меня любят, меня ценят. За счет этого есть сила. Женщина, когда чувствует, что ее любят, она становится сильнее. У нее все получается. У нее много сразу вдохновений, каких-то идей. Опачки, а это что? Башня. Это скоро назревает. Ссора с кем-то. Под конец, спасибо, да? Ссора и примирение. С кем-то вы поссоритесь и примиритесь. Это так все мгновенно и быстро. Но это не будет долгим. Здесь с кем-то будет скандал. Скандал. Каждый будет потом, и вы, и тот человек, или женщина, это даже может быть, да, подруга или кто угодно. Все будут, и вы, и она одновременно об этом обдумывать, сидеть. Но в итоге здесь опять мир выходит, примирение. Здесь о чем-то даже договоритесь. Но вы будете правы. Можете написать в комментариях, что это. Да, вы будете правы. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескар.